Абзерыши масхатырсква телехопшцам, апсу телехопшра каналаджи хара яцахсует атбыл ахада ялхраква ирытхоло ишьяшу ицо айфирква. Арыц хужафарзын име пысраны иқан атбыл ахадарахе кандидат атгур Арзынбей, атбыл ахадай хатып ойрахе кандидат Арда Ашбей пресс-конференция. Аха алахекцара амш яхакшаз инамадана, а пресс-конференция иергет яхазы. Уи акушахат хит егерта штабкой, а центр алхрат комиссия хады. Абасала яхаха студияджей сосцвены яхтоп, а кандидатша Адгур Арзынбей Арда Ашбей. Убаски уртазараква рыртарц ха студиях яйт а журналистша. Добрый вечер, уважаемые кандидаты, добрый вечер, уважаемые коллеги. Я для начала напомню наши правила. Мы в прямом эфире. Час будем работать в прямом эфире. Таймер отображен на экране. Адгур Амиранович, что окончательно повлияло на ваше решение выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства? И насколько вы чувствуете ответственность, которая ляжет на ваши плечи в случае вашего избрания? Спасибо. Это любимый вопрос абхазского телевидения, насколько понимаю. Но я вполне осознаю всю ответственность, которая ляжет на плечи мои и моей команды в качестве главы государства, так как непосредственно на разных должностях в управлении государства нахожусь почти 10 лет. Я являюсь заместителем председателя межправительственной комиссии, абхазской части межправительственной комиссии с Российской Федерацией, член Национального банковского совета, министр экономики 5 лет, вице-премьер последние несколько месяцев. Поэтому за годы моей работы и в администрации президента Республики Абхазия, во всех этих направлениях, считаю, что есть определенный опыт, который позволит в дальнейшем уже на другом уровне решать имеющиеся в нашей стране проблемы. А это было ваше сугубо личное решение? Или был кто-то все-таки, кто повлиял на вас? Любое решение принимается индивидуально. Конечно, когда такого рода большие решения принимаются. Если вы обратили внимание, наша команда зарегистрировала свою инициативную группу самой последней. Чем это обусловлено? Не тем, что у нас не хватает решительности или не хватает уверенности в своих силах, а именно тем, что, принимая такое решение, мы посчитали нужным взять во внимание мнение людей старшего поколения, в первую очередь, ветеранов войны, со всех районов Абхазии, молодежи, наших ровесников. Мы провели очень много встреч предварительно, а потом уже зарегистрировали свою инициативную группу. Конечно, мнение людей, в первую очередь, еще раз повторюсь, старшего поколения, ветеранов войны. И хочу вам сказать, что так или иначе все мнения сошлись в одном, что нужно идти вперед, нужно обновлять нашу страну. Хватит одно и то же, надо по-другому уже подходить. Потому что делать одно и то же, рассчитывать на другой результат, это как минимум не продуктивно. Поэтому было принято такое решение. Спасибо. Да, Изида Терентьевна. Спасибо. Адгур Амиранович, у меня к вам вопрос, скажем так, президентского все-таки уровня. Как вам известно, до сих пор не решен вопрос о демаркации наших границ, как с одной стороны, так и с другой. Но всем понятно, что это вечно продолжаться не может, и что время уже подошло. Если с одной стороны мы можем решить этот вопрос в одностороннем порядке, провести демаркацию, то с другой стороны нам этот вопрос необходимо согласовывать с нашим стратегическим партнером, очень сильным союзником, и не учитывать его интересы невозможно. Насколько мне известно, ведутся переговоры, хоть и неофициальные, по поводу демаркации той части границы. И речь идет не только о селе Аибга, но еще о морском шельфе, на котором находится нефтяная установка. Вот речь идет об отчуждении этих территорий. Я бы хотела знать принципиальную позицию президента Адгура Арзынба по этому вопросу. Спасибо.
Спасибо. Что касается вопросов демаркации границы, действительно такого рода переговоры ведутся достаточно давно. Они на каком-то этапе, скажем так, уперлись в тупик. Этот тупик связан именно с населенным пунктом Аибга, где есть разные взгляды на статус этого села, но мое мнение, оно другим быть не может. Это территория Республики Абхазия, и считаю, что иной точки зрения быть вообще в принципе не может. Что касается морских границ, то есть международное право, в том числе и морское, где четко, черным по белому написано, сколько составляет зона экономической активности интересов государства от прибрежной, и что такое шельф. Поэтому в рамках этих международных норм мы, естественно, будем эти вопросы ставить. Считаю, что эти процессы переговорные надо возобновить. И если у нас есть какие-то камни преткновения, знаете, когда школьник не знает, когда делает контрольную работу, не знает ответ на первый вопрос и сидит все время на контрольной работе, тратит на решение этого вопроса. Есть вопросы, которые мы можем отложить пока в сторону, а есть вопросы, которые мы можем решать. И именно так, я считаю, надо действовать. А все остальное я уже сказал. Что касается Аибги и вообще любого сантиметра или миллиметра абхазской земли, об этом речи быть не может. Манана Михайловна. Абхазия Информ, Анна Гургуля. В своем вступительном слове вы сказали о том, что хватит повторять то, что было уже сделано, и надо, так сказать, идти вперед. В вашей программе одним из главных пунктов значит модернизация государственной системы. Поэтому хотелось бы узнать более подробно ваше мнение о том, что вы имеете в виду под модернизацией государственной системы конкретно. Это первый вопрос. И второй вопрос, который тоже, в принципе, интересует и читателей, и зрителей, мне так кажется. Вы были в свое время инициатором идеи национальной криптовалюты. Вот как обстоят дела с этой идеей, поддерживаете вы ее или нет, и что она даст нам? Спасибо. Спасибо, Манана, за вопрос. Отвечу на первый вопрос. Что касается модернизации государственной системы управления, я имею в виду следующее. Сегодняшняя система государственного управления, она в большей своей степени дублирует разные функции. Вот я вам маленький пример из практики приведу. Министерство экономики. Центральный орган государственного управления, который, в принципе, в соответствии со своим положением занимается разработкой государственных программ и так далее, в части экономической политики. Так вот, для того, чтобы инициативу Министерства экономики довести до главы государства, надо пройти согласование с Министерством сельского хозяйства, туризма, Министерством юстиции, финансов. Дальше, в кабинете министров Республики Абхазия есть отдел экономики. До недавнего времени был вице-премьер, который курил отдельную экономику. Премьер-министр. Дальше, администрация президента, управление экономики, замглавы администрации президента по экономике, глава администрации президента и потом президент. Представляете, да, о чем я говорю? То есть вот такого рода нелепые вещи, это моментально мы будем убирать. Другой вопрос. Система государственного управления — это механизм. Это рабочий механизм, который должен максимально эффективно выполнять поставленные перед ним задачи. А какие задачи сегодня стоят перед государственной машиной? Те, что прописаны в положениях о тех или иных министерствах? Нет, это функционал. Да, там тоже некоторые задачи прописаны, но когда перед конкретным органом государственной власти или центральным органом власти, там, местным, да, местной власти, не стоят конкретные задачи, я имею в виду план работы, конкретные сроки выполнения этих задач и ответственные лица, вот в таком хаотичном порядке будет все происходить. Модернизация — это не что иное, как увеличение эффективности. Будет принята соответствующая программа, где пошагово будет расписано, кто за что отвечает. Центральный орган власти или местный орган власти. И когда мы имеем ситуацию, когда глава района, ради примера, да, для того, чтобы 17 тысяч рублей выделить на замену каких-то там окон, ему необходимо этот вопрос согласовывать здесь в Сухуми, и на это уходит минимум 3-4 недели. Как вы считаете, это эффективно? Сегодня, когда в один клик можно перевести деньги в любую точку мира,
позвонить, увидеть за секунду все, что происходит в мире, мы перекладываем бумажки из всей Абхазии. Значит, и месяцами одни бумаги приходят, другие уходят. Что касается предоставления государственных услуг населению, для того, чтобы сегодня получить ту или иную услугу, предположим, выписку из реестра юридических лиц, нужно ходить в Министерство юстиции, стоять в очереди по кабинетам. Для чего? Если это все можно делать в электронном виде. Уже давно все перешли на предоставление электронных услуг в режиме одного окна. Мы, в принципе, в Министерстве экономики уже внедрили некоторые элементы этого направления, где у нас и лицензии в режиме одного окна предоставляются, и вообще управление министерством происходит в электронном формате. Мы вот сейчас можем в режиме онлайн, я вам могу показать, кто чем занимается, кто за какой документ отвечает, какие сроки понадобились для того, чтобы обработать тот или иной документ. И именно в соответствии с эффективностью того или иного сотрудника мы оцениваем уже его работу. Это надо на уровне всего государства делать. У нас государство небольшое. Глава государства может в течение часа оказаться в любой точке Абхазии. Но это не говорит о том, что надо в ручном режиме управлять страной. Модернизация означает просто в нашем понимании, вот в нашей действительности, это просто сделать то, что уже давно сделали другие вокруг. Конечно, для развитых стран модернизация это немножко другое. Для нас это просто надо сделать то, что сделали другие. Электронное правительство, электронный документооборот, электронная подпись. Это не фантастические вещи. Это совершенно реальные вещи, которые нам дадут моментальный эффект. Люди перестанут стоять в очередях. Ну зачем человеку для того, чтобы получить те или иные справки, ходить по кабинетам, приезжать из Творчала в Сухум, если это можно на месте сделать, если можно зарегистрировать юридическое лицо или получить, значит, индивидуального предпринимателя на месте проживания. Для чего это нужно сюда привозить? Это же прошлый век. Потом, что касается вообще количества министерств, их функционал. Ну, давайте посмотрим. Министерство экономики. Сейчас в Фейсбуке я, значит, один из самых популярных, и за всю экономику всей истории Абхазии отвечал я. Ну, хорошо. А что, чем занимается Министерство сельского хозяйства? Сельское хозяйство — это не часть экономики. Министерство по туризму — это не часть экономики. Госкомимущество — это не часть экономики. Транспорт — это не часть экономики. Национальный банк — это не часть экономики. То есть вот эти все направления, они работают в разных сферах, но при этом перед ними не поставлена одна общая задача. KPI — ключевой показатель эффективности. Вот для всех этих, вот я сейчас про экономический говорю блок, для всех этих министерств, ведомств, комитетов должен быть один общий результат. Это уровень экономического развития. Для Национального банка результат должен быть не сколько прибыли они заработали, а в общем деле экономического развития какой вклад они внесли. Вот что такое модернизация. Правоохранительная система. Мы что, не имеем ситуацию, когда прокуратура, МВД, СКБ, были такие периоды, когда они между собой устраивали соревнования, конкуренцию, конфликты какие-то, когда они все должны заниматься одним общим делом. И у них тоже общий должен быть показатель. Не может быть кто-то отдельный хороший, а кто-то плохой. Если нет результата, который удовлетворяет наших граждан, все виноваты. Вот что такое модернизация. А можно спросить, а те, кто не умеет пользоваться интернетом? Надо научиться. Вы же умеете пользоваться. А Вы старшее знаете, поколение, пенсионеры, ну, чтобы в очереди не стояли? Я бы не Как сказал, с ними что быть? наше старшее. Вы так зря про наше старшее поколение говорите. У нас, да, у нас очень хорошо, кстати. Вот мы, когда внедряли, значит, пластиковые карты АПРА, пенсии переводили. Помните, было, значит, сколько возмущений? Вот, наши пенсионеры не смогут прекрасно пользуются, и лучше, чем многие молодые. Я никогда не думал, что со своей любимой бабушкой я буду общаться по WhatsApp, которая находится в Кланурху, и я об этом тоже не думал. Но это реальность, поэтому не надо наших пенсионеров обижать. Они очень даже хорошо умеют пользоваться всеми новшествами и еще фору дадут нам всем. Спасибо. Второй вопрос. По поводу криптовалют. Это мой любимый вопрос, потому что
Когда у меня в день по 5 встреч сейчас в районах, вот, когда я между игрой в казино, в Сочи и смотрю, как дела на моих криптофирмах, я нахожу время на встречи с избирателями. Вот. Но хочу вам сказать, что у меня криптофирм нет. Я давно уже прошу всех тех, кто об этом говорит, пойти и найти эту ферму. Вот. Нет, я не про это. Я просто, что за этим следует. Что касается криптовалюты, у нас вообще парадоксальная ситуация. Мы, как Министерство экономики, в свое время, несколько лет назад, понимая тенденции, которые происходят в мире, а мы обязаны это делать, мы должны ориентироваться не только на то, что происходит внутри страны, но и за пределами. Мы, понимая прекрасно, что происходит в мире и что идет в нашу сторону, предлагали законодательно отрегулировать с максимальной пользой для нашего государства, для нашего народа. К сожалению, на тот период нас не услышали. Ни в руководстве, ни в обществе. В итоге что получилось? То, что Адгур Арзанба говорил, то самое именно и получилось. Получилось то, что появился теневой рынок, который никак не регулируется, мало что от этого государству приходит, а тот, кто говорил, что это будет и надо отрегулировать, еще в этом виноват. Очень справедливо, правильно? Поэтому на тот период предлагали, это, на мой взгляд, это были новаторские идеи, хорошие идеи. Время упущено. И возможности многие упущены. Эти предложения уже не актуальны, да? На данный момент, я бы сказал, актуальность, она намного ниже. Потому что есть такие страны, как Белоруссия. Хочу вам сказать, что Белоруссия на сегодняшний день обошла Российскую Федерацию по доле ВВП, формирует за счет цифровой экономики. 6,5%. Когда несколько лет назад эта цифра вообще была ничтожна. И вообще никто в это не верил. Кстати, там министру экономики было поручено создать вот такое IT-направление. В России около 5% ВВП, а в Беларуси уже 6,5%. И по темпам роста они очень идут хорошо. И дай бог, чтобы у них получилось. Ну а что делать с теми фермами, которые сейчас существуют? Закрывать надо. А есть запрет правительства, мы же как делаем? Мы вовремя не реагируем, не регулируем, потом появляется теневой рынок и вынуждены это все запрещать. И так и было сделано. Мы, кстати, как Министерство экономики, одни из инициаторов запрета. И сегодня все это находится за пределами закона. Надо находить и закрывать. Правоохранительным органам в моем присутствии несколько раз была такая задача поставлена. Если такого рода есть информация, надо сообщать правоохранительным органам. Это все надо закрывать, потому что это нелегально. Есть проект закона, который будет регулировать, пока это не принят, этот закон, пока это все нелегально. Можно? Да. Бадри Исява, Спутник Абхазии. Адгур Амиранович, в своих выступлениях и в том числе в последнем предвыборном ролике вы призываете весь народ Абхазии к объединению и отходу от митингов, протестов со всеми вытекающими. Об этом говорили и говорят абсолютно все кандидаты. Как лично вы и ваши единомышленники на практике планируете объединять порой непримиримые политические стороны, и в том числе, что, на мой взгляд, немаловажно, фамилии в Абхазии, которые поддерживают, скажем так, своего родственника, человека? Спасибо. Спасибо, интересный вопрос, особенно про фамилии. Вот. Хочу вам сказать, что, например, в моей фамилии не все поддерживают. Или я знаю фамилии, нет такой фамилии, которая поголовно поддерживает того или иного кандидата. Это иллюзия. Это и вообще и нормально, когда у нас гражданская позиция должна быть. У нас же не фамильно выбирают президента. Что касается объединения, для того, чтобы кого-то объединить, для этого как минимум самому надо не быть источником этого раскола. Вот мы, я и Арда Энверович, не являемся источниками раскола в нашем обществе. Мы ни в каких переворотах, революциях участия не принимали. В политических партиях не состоим. Никого жестко не критикуем. Хотя можем, но не считаем это нужным. Вот это основа. Как мы будем делать? Я уже в своем интервью на абхазском телевидении сказал.
что в случае того, если народ Абхазии возложит на нашу команду ответственность за будущее страны, мы будем приглашать на работу в правительство, местные органы власти людей из других политических команд, вне зависимости от политических воззрений. Но главное условие — это профессионализм, компетентность, определенные навыки, патриотизм и чистоплотность. Я не имею в виду, сколько раз руки моют. Вы понимаете, о чем я говорю. Вот исходя из этих принципов, мы будем привлекать в нашу команду людей. Я и называл имена, и сейчас могу назвать. Вон есть Бадра Гумба, Вова Делба, группа молодых депутатов, которые поддерживают Аслана Георгиевича Бжани. И Леонид Юрьевич Зябшипа тоже, я думаю, что его навыки могут пригодиться. То есть в таком формате мы будем людей объединять. Что касается второго этапа, это все-таки, на мой взгляд, наиболее важный этап. Это одинаковое отношение ко всем гражданам страны. Когда закон будет един для всех. Вот когда глава государства сам является примером исполнения закона, эталоном, он, его окружение, и когда он не разделяет свой народ на своих и чужих, вообще политик не должен этого делать. Иногда вот слышишь, смотришь некоторых людей выступления таких с большим стажем политиков, и диву даешься. Знаете, как наши, ваши. Хочу вам сказать, как министр экономики, имея определенные полномочия, никогда в своей работе не делил людей по политическим взглядам. Это очень хорошо можете проследить по программе льготного кредитования 1,2 миллиарда. Когда нам было поручено распределить, мы создали комиссию, куда входило 3 депутата парламента, представители заинтересованных всех ведомств, около 8 человек. И депутаты парламента были не провластные, так, как вот. И мы все делали открыто. Людей мы выбирали не тех, кто поддерживал того или иного кандидата. Все, кто, и вы, кстати, если посмотрите на список тех, кто получил кредиты, вы там не найдете, значит, провластных или оппозиционных, это обычные предприниматели. Есть сегодня, кстати, среди них и те, кто поддерживает Аслана Георгиевича Бжани. И при распределении строительных подрядов, кстати, мы один период занялись, правда, очень короткий, потом, видимо, напугали кое-кого этим делом, и быстро все это руководством было остановлено. Тогда правительство поменялось, новый премьер-министр. Конкурсный отбор мы же делали, когда распределяли подряды. Вы помните этот период? Тоже все было открыто. А что, мы замещение вакантных должностей по политическим мотивам, что ли, осуществляли? У нас все на конкурсной основе осуществлялось, в открытой форме. У нас даже есть чем похвастаться, у нас 87 заявок на одно место было один раз. Мы сформировали кадровый резерв, тоже не по политическим. Вот эти шаги, ровно такие шаги надо применять на все государство, на всю страну. И тогда не будет разделения. Что касается фамилий, но хочу вам сказать, что нашим людям надо уже немножко перерасти вот этот этап, когда если твой кандидат проиграл, это не значит, что ты войну проиграл. Это значит, что большинство твоих же сограждан в твоей стране отдали предпочтение другому человеку. Жизнь после этого не заканчивается. Это нормальный процесс. Это, кстати, очень много зависит от самих кандидатов тоже. Когда настраивают своих сторонников, знаете, как вот мы должны победить, если не мы, то никто другой. Мы слышим такие заявления. И хотим предостеречь такого рода политиков от таких вот всяких разговоров. Потому что мы все это слышим, до нас это доходит, и советуем не увлекаться такими разговорами. Это чревато. Потому что есть вещи, которые, знаете, можно преодолеть, а есть вещи, которые преодолеть уже не получится. Поэтому хватит разделять народ, хватит в своих узких корыстных интересах заниматься, знаете, таким вот популизмом дешевым. Выборы выиграть любой ценой, это мы уже проходили. Правильно? Результат очевиден.
должна быть здоровая политическая борьба. Борьба идей, борьба команд, взглядов. Вот такая должна быть борьба, а не то, что мы имеем сегодня. Кстати, если к текущей предвыборной кампании вернуться, считаю, что сравнительно неплохая кампания. И вы, наверное, согласитесь. Нет оскорблений, нет такой жесткой риторики и критики в адрес оппонентов. Пока держимся в рамках таких приличий. Правильно? И, кстати, это ответственность кандидата, потому что если ты кандидат в президенты, ты уже должен себя вести как президент. Потому что на тебя смотрят не только в Абхазии, но и за пределами. И от нашего поведения, вот от нас троих, зависит, как будет складываться дальше ситуация. Мы со своей стороны делаем, ну, насколько хватает нам воспитания, абхазского воспитания, ума, мудрости, делаем то, что можем. И призываем всех остальных также подходить. И будет все хорошо. И проигравших, я вас уверяю, не будет. Если мы таким образом пойдем, а я уверен, что мы так и должны сделать, проигравших не будет. Проиграют только те, кто присасывается, знаете, ко всем политическим командам в своих корыстных интересах. Эти имена общеизвестны. Эти имена будут и дальше известны, только уже в рамках уголовных дел. Мы их будем сажать в тюрьму. Потому что, знаете, есть такая мудрость, которая сложилась годами, вот лично моего опыта. Вовремя не посаженный в тюрьму коррупционер превращается потом в политического деятеля. Знаете? Поэтому надо сажать. И будем сажать. И не тех, кто украл там велосипед или магнитофон. Все, кто сидит сегодня за воровство, там больше 100 человек, все вместе взятые за свою жизнь не украли столько, сколько определенные деятели политического искусства за 1 год. Вы же все знаете, про кого я говорю. И я знаю. Вот мы их и будем сажать в тюрьму. И тогда мы очистим политическое поле от такого рода махинаторов и спекулянтов. Потому что когда человеком движет корысть в чистом виде, он готов пойти на все. Готов стравить людей, готов там раздавать оружие, лишь бы дойти до лакомого кусочка своего. Но эта страна кому принадлежит? Им или нам с вами? Эта страна принадлежит нам. Хватит. Мы уже посмотрели на опыт и такой, и сякой, и этакий, хватит. Считаю, что уже пришло время поменять отношение к своей стране и к служению народу. У меня монолог, давайте еще вопрос. Спасибо. Мисс Фаршева. Артур Иванович, перейду к своим любимым вопросам. Да. Нефть и энергетика. Не могу их обойти вниманием. В распоряжении, подписанном Бесланом Барцыц, ответственность за контроль за исполнением распоряжения возложена была на Министерство экономики, а во 2 пункте даже было поручено внести соответствующие изменения в тот старый договор, который уже практически все признали ущербным и неправильным для страны. Это про нефть, да? Я про нефть сейчас, да. Понял. Вот мне хотелось бы, чтобы вы рассказали, почему не удалось внести изменения, хотя вот тут чуть раньше слышала, что была отдельная позиция Министерства экономики по этому вопросу, но расскажите немного подробнее, и все же я хочу от вас, как от совсем недавно министра экономики, понимать, какая польза от этого стране, и если речь идет все-таки всего лишь о разведке, то тогда почему в этих соглашениях все-таки добыча присутствует? И мой второй вопрос, который не дает покоя уже больше года. Скажите, пожалуйста, кто платит за абхазскую энергетику, за свет, который мы получаем? И те деньги, которые уходят из бюджета, в среднем это 300 миллионов, 500 миллионов, но в разные годы это разные суммы. Кому они переводятся? Куда эти деньги деваются? Спасибо. Спасибо. Что касается нефти, того распоряжения, о котором вы говорите, тот пункт, который направлен на изменение, это изменения касаются только лишь изменения сроков, то есть продления сроков. Там дано поручение Министерству экономики
подписать дополнительное соглашение, которое продлевает сроки геолого-разведочных работ. Не более того. Там не написано, что надо менять условия. Что касается нашей отдельной позиции, она изложена документально в архивах, она есть. Ну, не очень будет корректно с моей стороны обсуждать это публично. Наша позиция Министерства экономики следующая. Она высказана мной несколько раз уже и на встречах. Нефть и другие ресурсы — это собственность народа Абхазии. Договора подписаны еще начиная с 2013 года. Распоряжения еще при Леониде Ивановиче Лакербае были подписаны. В соответствии с законом о недрах лицензия выдается одна на разведку и добычу. Это одна лицензия, в которую входит и разведка, и добыча. Но на данном этапе речь идет только о разведке. Что касается нашей позиции, что получит абхазский народ от этого, хочу вам сказать, что вы, как журналисты, люди профессиональные, имеете полное право задавать этот вопрос у любого, кто об этом говорит. Я перед вами сижу как министр экономики, который 5 лет работает в Министерстве экономики. У меня нет ни одной цифры. Ни одной. Это не потому, что я малоинформированный человек, а потому что этих цифр в принципе не существует. Есть некоторые наработки еще советского периода по Кумскому скважине, да, там, но поверьте мне, это далеко не то, что там может быть. О чем я говорю? О том, что необходимо произвести разведку. Вот когда мы будем понимать, это сейчас адресовано тем, кто сейчас рекламирует этот вопрос на каждой встрече, говорит о том, что вот мы начнем добывать нефть, и у нас, значит, молочные реки, кисельные берега. Это не так. Нет оснований для того, чтобы так говорить. Цифр нет. Вот будет произведена разведка, тогда будет понимание, сколько, какого качества, объем. И что даст это бюджету республики. Для того, чтобы увеличить или изменить долю Республики Абхазия, механизмы есть. И ваш покорный слуга, будучи министром экономики, сопротивляясь, не внес данные проекты в реестр преференциальных инвестиционных проектов в соответствии с законом об инвестиционной деятельности. Вы об этом не слышали, но я об этом говорил в парламенте, есть видео в интернете. О чем это говорит НИСФОР? О том, что если бы мы туда внесли бы эти проекты, любые изменения налогового законодательства в дальнейшем, ухудшающие экономическую составляющую, на эти проекты не распространялись. Это наша была инициатива. И в 2015 году по нашей инициативе мы внесли изменения в закон об инвестиционной деятельности, где мало того, что до 8 лет там предусмотрено, там вопросы нефтедобычи и транспортной инфраструктуры были вообще выведены за скобки, и на весь период окупаемости могли предоставляться налоговые льготы. А весь период окупаемости НИСФа мог бы и 45 лет длиться, правильно? Соответственно, и 100, и весь этот период эти компании не платили бы налог на прибыль и налог на имущество. Гигантские деньги. Мы эту норму внесли в парламент, и парламентарии нас поддержали, мы это поменяли. Поэтому сейчас, благодаря нашей инициативе, благодаря тому, что руководство на тот период нас поддержало, сегодня есть возможность регулировать. Еще раз повторю, если бы мы внесли бы эти проекты в перечень преференциальных, то все. В рамках закона это уже невозможно было бы отыграть. Сейчас есть такая возможность. И ничего страшного там еще не произошло. Но что касается дальнейшей перспективы, считаю, что вообще подход неправильный. Такого рода крупные проекты нельзя заключать вот в таком, знаете, полукулуарном виде. И я сказал в Общественной палате, если вы помните, о том, что нужно СКБ привлекать и прокуратуру к комиссии. Меня никто не услышал почему-то. Вот в 2015 году была создана комиссия, потом в 2019. Что-то никто опять не привлек. Говорили о коррупционной составляющей. Я там еще открыто сказал, что у меня тоже есть какая-то информация про аффилированные структуры, офшорные компании, и чьи уши там торчат.
Давайте разберемся. Я вам гарантирую, что посредников между интересами Республики Абхазия и компанией, которая будет заниматься нефтедобычей, если мы примем такое решение, не будет. Вот. Что касается энергетики, сложный вопрос, кто платит. Во-первых, не нужно забывать, что потребление электроэнергии увеличивается с каждым годом. С чем это связано? С тем, что жизнь идет вперед. Вот я недавно был в школе, в одной из школ в деревне, говорят, там щиток нужно поменять, проблема со щитком. Директор школы говорит, я спрашивал, какие проблемы и так далее. Почему? Потому что раньше в этой школе, кроме звонка и лампочек, ничего не было. Сейчас уже кондиционеры, обогревание и так далее, это все увеличится потребление. Износ колоссальный. Несмотря на то, что удалось определенную часть средств направить, там больше 1 миллиарда, там, несколько десятков подстанций отремонтировали за этот период, даже за 5 лет. Но все равно износ колоссальный. Потери огромные, там, больше 30%. И в этих условиях возникает дефицит. И за этот дефицит, слава богу, наш партнер Российская Федерация, она оказывает нам помощь. И деньги, которые оплачиваются за электроэнергию, это деньги, которые из Российской Федерации направлены на помощь Абхазии. То есть это деньги Российской Федерации. Они направляются на погашение задолженности перед поставщиком электроэнергии. Поставщиком является Интеррао, российская компания. Я раскрыл какой-то секрет? Интеррао открестилась, вы сказали, они вот поэтому... Открестились или нет, это так. Я участвую в этих переговорах уже 5 лет, 6 лет, я знаю. Они за день открестились, потому что замолчали. Ну, есть политическая, Манана, вы же понимаете, это политическая составляющая. Интеррао — компания, которая активно работает на территории Грузии. Но есть политическая какая-то подоплека. Я не думаю, что там тоже что-то страшное будет от того, что они об этом скажут открыто. Но, видимо, какой-то директор по пиар или по безопасности порекомендовал там им это не говорить. Можно продолжить по энергетике? Да. Вот у нас каждый год сотни миллионов уходят вот на выплату по покрытию этого дефицита. Какие вот, на ваш взгляд, могут быть решения для того, чтобы у нас вот уже не было таких проблем? Вода каждый год в плотине будет такой же, как и в этот раз, и в прошлом году, и позапрошлом. Что может быть решением проблем? Решение, вот мы подготовили программу по увеличению эффективности электропотребления. И нас рационально надо потреблять электроэнергию. Какие могут быть решения? Если мы имеем ситуацию, когда у нас потери там несколько десятков процентов, надо восстанавливать линии, надо вкладывать большие деньги в энергетику. У нас оплата за электроэнергию какая? То есть я не имею в виду стоимость киловатт-часа, я не имею в виду стоимость киловатт-часа, я имею в виду вообще сколько процентов населения платит. Что самое интересное, Уарчалский район, Галский район больше платит, чем другие районы, хотя считается менее экономически развит. Ну вот я когда слышу о том, что от некоторых своих коллег по цеху, о том, что это наша энергетика, за что мы будем платить вообще за это, а что в России это не российская энергетика, что ли, или там в Германии не германская энергетика, или какая разница? Понятно, что везде своя энергетика, но для того, чтобы произвести, доставить, это затраты. И эти затраты надо финансировать. Здесь чудес не бывает. Поэтому увеличим финансирование, будем более рационально потреблять, будет результат. Будем также относиться, не будет результата. Да, пожалуйста. Одной из немаловажных проблем в нашем государстве является утилизация бытовых отходов. Вы в своей программе говорите о переработке и утилизации мусора.
Есть ли у вашей команды какие-то определенные конкретные планы по этому вопросу? И в дополнение вы также в программе своей говорите о запрете на ввоз одноразового пластика. Как вы будете это делать? Возможно ли это сейчас в наших реалиях в Абхазии? И будет ли какая-то поддержка местному производителю, который откажется от пластиковой продукции? Но в нашей программе нет такого однозначного запрета на ввоз пластиковых упаковок. Это как одна из целей, к которой надо стремиться. Вы знаете, что многие страны к этому уже приближаются, потому что пластик — это один из самых больших источников накопления мусора. Что касается этой темы в целом, я в своем выступлении в Алахадзе сказал об этом и поставил для своей команды срок в 4 года, что мы этот вопрос закроем полностью в Абхазии. Каким образом мы будем его закрывать? Эта программа уже разработана, принята правительством. Источник финансирования со стороны Российской Федерации и наши собственные средства. Мы, кстати, в этом направлении уже некоторые инвестиции произвели, приобрели технику, мусорные машины и так далее по всем районам. Но в этом году уже было запланировано начало строительства полигона в Гулрипском районе. К сожалению, из-за политических циклов это все сдвинулось. Такого рода полигонов будет несколько. Полигоны эти будут построены в соответствии со стандартами. Что я имею в виду? Есть экологические стандарты, есть международная практика, когда и дно, и края полностью все это специальным слоем покрывается, для того, чтобы все отравляющие вещества не попадали в грунтовые воды и не отравляли окружающую среду. Это первое. Будет, значит, централизованный сбор, прессование и складирование. Что касается переработки непосредственно, хочу вам сказать, что на данном этапе объем производимого мусора недостаточен для того, чтобы перерабатывать и выходить на рентабельность. Но это не значит, что тема закрытая. Вот каждый день технологии обновляются. Буквально каждый день появляются новые предложения. Наша задача номер 1 — это централизовать сбор и складирование цивилизованно, чтобы это прессовалось и складировалось правильно и хранилось правильно. Следующий этап или параллельно мы будем говорить о переработке. Но это частные инвестиции. Есть несколько предложений, которые мы будем рассматривать. К сожалению, в этой сфере у нас, как и во многих других, есть разбалансировка. Нет единого центрального органа в Абхазии, который вообще отвечает за этот вопрос. Локально отвечают там где-то ЖКХ отдел, где-то водоканал, непонятно кто за что отвечает, за какую свалку. Мы, центральный орган власти, один из, наделим соответствующими полномочиями. Будет создан центральный республиканский соответствующее подразделение, которое будет этим направить. Централизованно это все делать. И тогда будет порядок. И мы 4 года взяли для себя с некоторым запасом. Ну, дай бог, что получилось раньше. Будет раньше, будет лучше. То, что 27 лет мы не могли решить, я думаю, что если мы решим за 4 года, будет хорошо. Но в целом отношение граждан, нам, наш с вами подход тоже должен измениться. Вот мы ездим по деревням и видим ситуацию, когда маленький овраг, он полностью засыпан мусором. Иногда доходит до смешного, у человека огорожена территория, то есть это не где-то там на улице, а на его же территории, в его же саду, овраги, там мусор, понимаете? Ну это и вина государства, что нет централизованного сбора, но и с другой стороны отношения, понимаете, если человек возле своего дома выбрасывает мусор, ну, вот немножко и культуру нам надо поменять. Я хочу напомнить, что у нас осталось всего лишь 17 минут, и в гостях у нас вице-президент, кандидат в вице-президенты тоже, ему тоже вопросы хотелось бы задать. У меня был вопрос один к кандидату в президенты, поскольку эта тема достаточно активно дискутируется об упрощенной системе налогообложения. Вы ее продвигали, много говорится, а место не сдвигается. А что касается кандидата в вице-президенты, тогда, если можно, я тоже задам вопрос. Он касается, поскольку вы специалист в этой области, у нас все любят говорить о проблеме изучения абхазского языка, но как получается так, что дети ходят на курсы английского языка дома по-английски,
по-английски не говорят, и они все-таки начинают говорить, и наши же дети ходят в абхазскую школу, где преподавание на абхазском языке, и, к сожалению, доходят до выпускных классов, и практически не говорит большой процент на абхазском языке. С чем это связано? Эти оба вопроса ко мне или на Нет, второй? один вопрос Я понял. с языком к кандидату в По президенты. поводу упрощенной системы налогообложения, действительно, это одна из наших инициатив. Она не стоит на месте, в парламенте уже, насколько я понимаю, в первом чтении принято. Вообще, что касается налогового законодательства, я думал, вы спросите про НДС тоже, но вы не спросили. Ну, мы так много Вот, говорили, поэтому... да. Что касается нашей позиции, мы предлагали и предлагаем, в принципе, упростить полностью налоговую систему и, значит, предлагаем один налог с оборота. То, что называется вот упрощенная система. Когда для администрирования нужны только 3 показателя. Это валовый оборот, фонд оплаты труда и количество работников. Что касается администрирования, это упрощает работу всех фискальных структур. Что касается отчетности, тоже упрощает для предпринимателей. Но здесь возникает встречный вопрос. Считается в теории, что такая форма не всегда справедливо отражает все сферы деятельности экономики. Поэтому у предпринимателей, особенно крупных, возникает вопрос о том, что эта форма не очень справедлива для них. Сейчас глубоко в детали уходить не буду, поэтому будем принимать решения в соответствии с консультациями с предпринимателем. Если спросить меня, я считаю, что необходим один налог с оборота. Но для того, чтобы его реализовать, первичный учет нужен. Обязательно контрольно-кассовая техника, современная, внедрению. Кстати, Министерство по налогам и сборам уже реализует этот проект, есть какие-то продвижки, потому что если оборот виден не будет, тогда смысл делать налог с оборота. Но учитывая то, что есть разные мнения, все-таки мы еще посоветуемся с предпринимателями и выйдем к тому, что будем вводить или один налог с оборота на всю экономику, или налог с оборота и параллельно действующую систему НДС, налог на прибыль и так далее. То есть и предприниматель будет иметь возможность выбрать между 2 формами. Вот. Но я, конечно, склоняюсь к первой части. Буду просить экспертов настаивать на своем мнении, но, конечно, обязательно нужно учитывать мнение предпринимателей. Что касается НДС, ввозного отдельно. Я знаю, что многих телезрителей это интересует, я не могу не сказать об этом. Коротко скажу. Решение правильное. Знаю, непопулярно. Непопулярно. У нас политики говорят, что они будут отменять НДС и так далее. Не будут никто отменять НДС. Решение правильное. Реализация неправильная. Скажу почему. Это тоже все задокументировано. В 2015 году, когда все это начиналось, я только стал министром, речь о чем идет? Когда ввозят из-за рубежа импортные товары, они не облагались ввозным НДСом, то есть вообще НДСом не облагались, облагались только наценка. То, что произведено в Абхазии, облагалось в полной мере. То есть внутренний производитель был в заведомо неконкурентных условиях. Вот что поменялось. Нет ни одной страны в мире, где есть НДС на внутреннее производство, но нет на импортный товар. Но учитывая социальное положение, конечно, НДС не распространяется на лекарственные препараты, не распространяется на продукты питания и некоторые другие категории. И там производственное оборудование, много там перечень. Это все исключено. Но в чем в реализации ошибка? В том, что вот эти деньги дополнительные, которые пришли в бюджет, необходимо было в обязательном порядке направить на поддержку местного производства. И мы разработали соответствующую программу, к сожалению, этого сделано не было. Вот это ошибка. Теперь подзаконные акты, я имею в виду механизмы реализации, там тоже было много пробелов, до сих пор там, я имею в виду зачет, там, ущерб и так далее. Что касается, почему эти деньги не были направлены на поддержку предпринимателей, там есть и объективные причины тоже. Я хочу напомнить там, некоторым новоявленным экономистам, что за последние 5 лет правительство Абхазии погасило внешние и внутренние долги в объеме более 3 миллиардов рублей. Это на секундочку 30 детских садиков, 30 школ, и можно дальше продолжать. И в том числе и на это были потрачены эти деньги.
По поводу абхазского языка, Рафаэль Юрьевич. Еще зиман шала. Ну, апсу безфя, апсна хунткара алган, ехензак нагуа хатарштых никазам хунткара безфяна, усура яла гарпепш, ахучкоге айндерасар гарпепш. Ахучбах чиченергана, университет торганза, дасу ирзал хтуб дара ирналаш арзаша, якнагахаша, شوكا يروحوا وسبشة سرقة ستيت أرزاق شوي وكسرفيت وبريالة ما تصير زار أرزاق هو سبشة بزم عقرت كتيكورة خوشي تخرا خوشي يواحرت لخشخ نخمارنا يزرزو وريادة خاد حاب وسبشيقو أزنيشة كتخوب سرقة زدرو يخوي جران زمكان وسبش يقدم يكون سبيتساليست شر نبين زدوب ناس كيحن تكرقن يحرت زاق يبقى زروب وسبش الزارة أبد عشتخرة школ программа же шарбоевша саат карбазеру и саат кялагдзен ирцо азхадзом это хуп окружок это хуп айт слабрапо это хуп специалистша хархартала язнина уртква рцара шашиз джо школ и то хочква апсва школы же то баха ирцазом я харахса абибаби школ агвабеже ялгот абсолютно ферзендер, то ваховшер ахшера мапшба махбарму ини пенткол нархши يرحل بسفل يرزحزو وي دار خادو بمسيدة جوب ناس حخلقو أبصر بسفيتزرا وبريزم أزنيش جتسكو تخو باتشب خشرة تخزام يناتسنا تشزقة زرا تخزر يناتسنا وي أرزاق تخرج زرا تخزر أرزوية ناس كي حمد زمحر شقول كرجة أوديتوريو كوا بسفيا أرزرزع أبرينجلز بسفيزع شو بشابس بسفيزع يقصدوب يخاز كسوتر يها يتكلفشنا أرجع سر تخنيس بخزود. Яссер алома азин самома. Абри проблема халат живет. Аха такое прямо тоже нагнетание не должно быть. Есть большой прогресс в этом направлении. Есть комитет создан соответствующий. Для тех, кто говорит, что у нас большие проблемы, я приглашаю в новый Афон, Афонский садик. У нас замечательные руководители Гунда Лакоба. Посмотрите, как детки говорят там на абхазском языке. Я думаю, что каждый на своем месте, если будет делать свою работу, проблем будет гораздо меньше. Адгур Амиранович, у меня такой вопрос. В соцсетях бушуют нешуточные страсти. Кто все-таки займет кресло премьер-министра в случае вашей победы? И вообще хотелось бы знать, кто займет ключевые места. Допустим, кто будет министром внутренних дел, министром обороны. Или пока все это у вас в секрете? Ну, это не Рауль Джумкович Хаджимба, как пишут в социальных сетях. Это точно. Что касается распределения ключевых портфелей, мы считаем, что распределять портфели это не то, чем надо заниматься на этом этапе. Потому что у нас нет никаких коалиций ни с кем, мы никому ничем не обязаны. Если бы мы объединялись бы с кем-нибудь там в какие-то коалиции для того, чтобы достичь желаемого результата, выиграть выборы, то да, мы кому-то, может быть, что-то и обещали. Там, вот ты иди к нам, будешь премьер-министром, будешь там нефтью заниматься, ты иди к нам, будешь вице-премьером, будешь российские подряды осваивать. Мы этого не делали. Кто является членами нашей команды? Я могу назвать имена, пожалуйста. Это Левон Галустян, Ашот Мирзаян, значит, Джансух Нанба, Даур Кови, Даур Курмазия, Роберт Ашба будет работать с нами, Беслан Агарба, глава Московской абхазской диаспоры, Гарри Делба, Аляс Таня. Значит, я вот кого вспоминаю, говорю. Значит, того же Бадру Гумба пригласим, Вову Делба. Они не будут работать с ними? И обязательно должны работать. Не то, что будут, обязательно такие люди должны работать. Вы сейчас мне что задаете вопрос? Я не говорю, что вот вы правильно меня поймите. Государственное управление — это же не секта, в
которой должны работать только родственники или там однополчане. Мы же видели, значит, позицию некоторых государственных деятелей, что вот это наши, это вот не наши. Значит, это мы их никому не отдадим. Так нельзя к государственным вопросам относиться. Я называю имена тех, кто будет работать, кому будет предложено работать. Насильно мы, конечно, никого не будем привлекать. Это ребята, которые трудятся сегодня в Министерстве экономики, замечательные ребята. Батал Тарба, Заур Гулия. Я много могу назвать имен. И Илья Гуния, значит, депутат парламента. И вот кого вспоминаю, тех и говорю. А таких людей, там, Качарава Роман, очень много. Конкурсного отбора, она распространяется на должность премьер-министра, Нет. в вашем понимании? Считаю, что это неправильно. Нет. Потому что Исходя из каких принципов вы будете предлагать человеку эту должность? профессионализм, опыт и соответствующий навык, и должна быть история нормальная, чистая. Знаете, когда у человека есть некоторые с запашком вещи, конечно, мы их близко подпускать не будем. Зураб Маргани. Много могу назвать. Еще могу, вот человек 50 могу назвать спокойно. Спасибо. Еще у меня, наверное, последний вопрос. Вот Генеральная прокуратура возбудила уголовные дела, немного забытые, новые. И там выявлены хищения в особо крупных размерах в различных госкомпаниях. Например, Абхазтоп. Это подведомственная организация Министерства экономики. Когда вы узнали о хищении и что вы предприняли? Я об этом узнал еще в 2018 году. И первый, кто, в принципе, об этом сказал, был я, как министр экономики. Соответствующий строгий выговор был вынесен руководителю. Была создана комиссия. Мы выявили все эти вопросы и передали в соответствующие органы. Передали вышестоящему руководству в письменном виде, не в устном, а в письменном виде, всю информацию. То есть все, что зависело от нас, мы сделали. В дальнейшем, к сожалению, не отреагировали должным образом. И получилось ровно то, что мы и предрекали. Кстати, это не первый раз в Абхазтопе такая история. Хочу вам напомнить, что к 2014 году там накопилась задолженность порядка 74 миллионов рублей. Аналогичная вот, по происхождению этой. Поэтому, вот, учитывая тот опыт, а я работаю в Министерстве экономики с 2011 года, и помню, как формировалась та задолженность. Кстати, тогда тоже я один из тех, кто об этом говорил первый. Мне везет именно с этим Абхазтопом. Вот. И тогда тоже, к сожалению, руководство не отреагировало соответствующим образом. И накопился определенный долг. И я думаю, что, кстати, Генеральная прокуратура, отдельно хочу поблагодарить генерального прокурора, мы его будем поддерживать. И там вот те уголовные дела, о которых сейчас вы говорите, это только вершина айсберга. Там очень много чего интересного мы вытащим. И имена, и фамилии очень известных в Абхазии людей, которые вовремя, как я сказал, не посаженные коррупционеры превратились в политических деятелей. И там не те суммы выйдут. Поэтому, что касается Абхазтопа, совершенно справедливо считаю действия Генеральной прокуратуры, немного запоздалые, но справедливые. Информация в Генеральной прокуратуре была давно. Но только когда пришел новый генеральный прокурор, и спасибо ему большое, эти вопросы стали подниматься. И мы будем его поддерживать, и очень много, поверьте мне, информации есть, которую мы будем предоставлять. И не только с периода с 14 по 19. До этого тоже. Очень много интересных там вопросов. Потому что в конце концов нам надо уже заканчивать с этой безнаказанностью, когда человек, все об этом знают. Давайте, вот мы все здесь сидим, значит, есть журналисты, вы люди просвещенные. Что надо сделать? Надо просто сесть в машину и поехать по домам основных политических наших деятелей. Кто громче всех кричит, поезжайте к нему домой. И спросите, где он взял деньги, снес детский садик и построил себе огромный дом. Где взял деньги? Понимаете, вот эту правду надо уже начать говорить. Иначе мы все просто потеряемся. Не будет у нас перспективы. Одна кучка людей будет зарабатывать, значит, баснословные деньги, а весь народ будет на них смотреть. Более того, они настолько обнаглели, что, значит, если когда-то еще кого-то стеснялись, сейчас наоборот. Как будто есть такая, знаете, у них какое-то соцсоревнование, как в советское время. Вот надо
максимально показать всем, насколько они богатые. Спасибо. У нас минута и вот один вопрос Да, еще. если позволите, вернусь к теме нефти, но не потенциально абхазской, а мировой. Адгур Миранович, вот вам известно, что не так давно цены на нефть снизились, и что привело к резкому скачку курса валют по отношению к рублю. Так как Абхазия находится в рублевой зоне, как вы считаете, как это может отразиться на экономике Абхазии? Стоит ли ожидать повышения цен на ряд товаров? И следующий вопрос. Верите ли вы в Абхазию собственной национальной валютой в обозримом будущем? Абсолютно верю. И у вас 1 минута. на Да, ответ. абсолютно верю в Абхазию со своей национальной валютой. Безусловно, национальная валюта в Абхазии будет. Вопрос времени. Что касается скачка доллара, здесь есть и положительные, и отрицательные моменты. Что положительного? Путевки для российских туристов в страны, третьи страны, скажем, которые используют другую валюту, резко вырастут в цене. Товары из этих стран на российском рынке, например, вино, резко подорожает, что наше вино станет более конкурентоспособным. Наши туристические услуги станут более конкурентоспособны. Но есть проблемы с этим вирусом, я обещал об этом не говорить, но если вот это нам не помешает, то сезон в этом году будет хороший. Ну, конечно, при условии, что мы и выборы проведем цивилизованно. Отрицательно, конечно, товары, которые покупаются из Европы и других стран, подорожают. И комплектующие, которые даже в России производятся, но товары, которые комплектующие в основном из-за рубежа, они подорожают. Вот отрицательные и положительные вещи. У нас 10 секунд. Спасибо вам большое. Спасибо за то, что пришли в студию и ответили на вопросы. Спасибо. Спасибо, коллеги. Спасибо вам всем.